Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кому вы не даете покоя? Кто переживает, либо в шоке, либо бесится из-за вас? Давайте посмотрим. Никого не загадывайте. Песочек все увидит, покажет, расскажет сам. Просто загадайте на себя. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что это у нас? Почему-то женщину показали. Я думала, только мужчин покажут, но нет, и женщину показали. Причем женщину такую прям отвратительную, стервозную, нервную. Психичка какая-то. Очень завистливая. Ну, давайте, наверное, что с нее и начнем. Тут еще два мужчины есть. Женщина и два мужчины. Смотрите, женщина, она... Просто оторви, выброси. Вы с ней не то чтобы общаться, ну, не знаю, по одной улице не пойдете. У нее отвратительная репутация. Она такая вот, знаете, горлохватка, глотка луженая. Постоянно вот у нее какие-то слова, как бранные слова, маты, да, скорее всего маты. Вот всех ругают, всех проклинают, все сволочи. Одна она белая, пушистая и всеми обиженная, да, все ее обижают. Очень наглая, хамовитая. Также я вижу, что эта женщина, она, ну как сказать, у нее личной жизни нету, да, и готова там, не знаю, за любым пойти, да, лишь бы рядом с ним. Лишь бы, знаете, как косой рябой обы мой, да, вот как-то так у нее идет. Может быть, еще такой вариант, что она очень неразборчива в связях. То есть там любой мужчина, который на нее посмотрит, уже все автоматически попадает к ней в постель. Ну такая, знаете, фу-фу-фу. И еще вижу, что она любит, и я так понимаю, что выпить, да, потому что у нее прям очень часто затуманенное сознание, видоизмененное сознание. И прям, ну, конкретно и часто прикладывается. Эта женщина, она постоянно за вами наблюдает, она постоянно отслеживает, что там у вас, как там у вас. У кого-то отыграется, что вы с ней были соперницами, допустим, да, в прошлом, и она все никак забыть этого не может, да, все она на вас зуб точит. Ну, потому что вы лучше ее, да, во всех отношениях лучше, и моложе, и красивее, и фигуристее. И вас уважают, и к вам люди тянутся, и как бы у вас авторитет, у вас репутация, все то, чего у нее нет, но все то, что она очень хочет получить. И, возможно, того мужчины уже давным-давно в помине нет, а она все с вами соревнуется и конкурирует. У кого-то еще может отыграться на работе, да, на работе, по работе, в делах, в бизнесе еще может отыграться. Женщина, которая, ну, буквально, как, знаете, этот ураган, да, торнадо, все на своем пути сносит. А вы такая, что вас там не особо подвинешь даже, да, вы сильнее, чем она, да, вы сильнее, вы ее не боитесь. Скорее всего, она вас боится. Для вас она никто, пустое место, а вы для нее, ну, кость в горле, понимаете, вот как-то так мне идет. Думает о вас постоянно, и постоянно она вас обсуждает, с кем-то она о вас говорит. И буквально у этой женщины, вот о чем бы она ни говорила, с кем бы она ни говорила, все приходит к вам, к вашей личности. То есть вы виноваты во всех бедах. Где-то война началась, это вы развязали войну. Где-то потоп случился, это вы пустили воду и всех затопили. Там, не знаю, метеорит прилетел, это вы его запустили, понимаете, вот как что, так это вы там поднимаете цены в магазинах и прочее, прочее. Но просто до абсурда доходит ее фантазия. Многие люди уже с ней не общаются. Многие люди от нее шарахаются, как от прокаженной. Но ее это не останавливает.
И еще у кого-то может отыграться, что эта женщина буквально покушается на вас. То есть, возможно, она такие страшные вещи в ваш адрес говорит, желает, как проклятие. И также может пытаться заниматься самодеятельностью, типа какие-то обряды, ритуалы проводить. Деньги за это она платить не будет. Она слишком жадная, и она лучше пробьет, чем потратит на что-то такое. Может, сама в интернете что-то там подсчитывает, и пытается делать. Понятно, что это не работает, и, в принципе, даже если бы работало, то вам бояться нечего. У вас защита, у вас сердце чистое. Женщина, которая и боится, и ненавидит, и завидует, и восхищается. Да-да, вы не ослышались, именно восхищается, потому что она хотела бы иметь вашу жизнь, она хотела бы стать вами, то есть одеть на себя вашу роль. Понятно, что это невозможно, но это нормальному человеку понятно, да? Ей непонятно. Она считает, что почему бы и нет, почему? Я могу, я заслужила, да, я типа хорошая. Ничего она не хорошая. Знаете, что еще вижу? Я вижу, что у нее в последнее время какие-то проблемы по здоровью начались, и вот она вас подозревает. Либо не подозревает, а конкретно винит. Что вот вы, что вот ей сказали, что вы там что-то туда-сюда делаете, знаете, колдуете. В общем, какая-то очередная гадость от нее уже созрела и уже начинает разноситься по местным, скажем так, радиостанциям, да. Плохая у нее судьба и очень такое трагическое будущее, если честно. Вот я про нее говорю, а с другой стороны, мне, стороннему человеку, даже ее немного жаль, потому что очень плохо закончит, прям очень плохо. И, в принципе, и вас призываю отнестись к ней как к такому больному, напрочь больному человеку. На больных, правильно говорят, не обижаются, да, и вы не обижаетесь. Знаете, что Бог рассудит всех, а ее в первую очередь, да, судит. И тут уже, знаете, как все дороги ведут в никуда. У нее все дороги ведут никуда. Плюс она еще вот этим алкоголем-то заправляется. А это никак не сопутствует здоровью. И, возможно, при ее текущем состоянии, при тех препаратах, которые она применяет, да, принимает, это прям совсем плохо. Мы ей об этом не скажем, да. Хотя, наверное, и без нас уже ей сказали. Ой, каждый сам себе выбирает свой путь, да. Была возможность все изменить. Вот если бы она брала с вас пример, да, вот хорошая брала, хотя бы, да, подражала в том, что вы делаете, окей, может быть, что-то бы у нее там и исправилось, но нет, она не хочет. Она просто хочет стать вами, прыгнуть в вашу кожу, да, хочет. Нет, так это не работает. А если у кого-то вот соперничество за мужчину было, вот она винит вас в том, что вот с ней бы этот мужчина был счастлив, и всем рассказывают, как вы ей жизнь испортили, да, что вы у нее увели мужчину. Хотя, как по мне, так, судя по всему, она бегала за мужчиной, а мужчина от нее убегал, да. Может, и мужчина такой непутевый, никудышний был, либо оказался таким. Но, тем не менее, да, в общем, не любил он ее. Не любил, никогда бы он с ней не был. Даже если бы не было вас, он бы с ней все равно не был. Так что, если она вам это тычет в вину, так посылайте ее на 3 буквы. Туда и дорога. Так, теперь переходим к мужчинам. Начнем с женатого мужчины. Это женатый мужчина, 100% женатый. Он либо всегда, не всегда, а в момент вашего общения, знакомства он уже был женат, либо он не был женат, но теперь он женат. Вот женатый мужчина, у него семья, и вроде жена у него неплохая, и вроде все у него там более-менее как-то там держится, приклеено, да, как приклеили, так и держится, но счастья у него нет. А счастья у него нет. Почему? Потому что его сердце принадлежит исключительно только лишь вам. Только лишь вы хозяйка его сердца. И тут оказывается, что без любви жизнь не может быть полноценной. Да? Счастья нет, когда любви нет. Нельзя жить как друзья, да? Нельзя жить просто так. Вот это вот стерпится, слюбится, но это чушь полная. Этот мужчина прям может доказать, на пальцах показать, что это чушь полная. Он-то знает, он так живет. Смотрите, чем он мается, чем он мучается. Мучается тем, что он оказался слабым звеном.
Вот он мог изменить свою жизнь и вашу жизнь. То есть если он был женат, когда он вас встретил и влюбился, то есть в принципе он мог развестись. Да? Ну, понятно, что если ты с нелюбимым человеком живешь, то и жена несчастлива, и мужчина несчастлив, да, и дети несчастливы, потому что они все это наблюдают. Там нетерпимость растет, и конфликты постоянно растут. Но опять же, как той жене жить, да, зная, что ее не любят. Ну, как-то бы решилась, да, а он дал слабину. Он, видно, испугался, либо подумал, что он не потянет, либо испугался, что могут быть проблемы, там, осуждения, вот эти суды всякие, там, дележка имущества. Не смог, да, не вытянул эту ситуацию. И то же самое, если вот он не был женат, когда вы общались, когда у вас там знакомство произошло, там, влюбился, вот он, скорее всего, не смог вас что уговорить, да? Либо не смог вам дать то, в чем вы нуждались. А вы нуждались в любви, в опоре, в поддержке, в нежности, в заботе, да? Вот в базовых потребностях. Он не смог вам дать. Где-то вот испугался, может, там маме вы не понравились его, может, еще кому-то не понравились. Ну, в общем, дал заднюю. И себе он не может этого простить. Вот сколько бы времени не прошло, у него такая огромная дыра в груди, сквозь которую ветер гуляет. Понимаете, все. Жизнь превратилась в какие-то обломки, осколки, как выжженное поле. Ничего не ждет, ни во что не верит. И почему-то он прям вот, как знаете, крест тяжелый несет, что все. Путь к вам ему и заказан, и отрезан, и все мосты сожжены. Может, вы так ему сказали. Может быть, так случилось, потому что вообще сейчас замужем, да, в счастливом браке находитесь. Тут что угодно может произойти. Да, вы все разные, отсыпка общая. Но пожалел. Пожалел, жалеет и будет жалеть до конца своих дней. Вот это редкая история, когда человек сам разрушил свое счастье. И винить некого, потому что он испугался, потому что он не вытянул. А мог. Понимаете, мог. Вы бы ему помогли. Правильно? Но, видно, у него были другие интересы, приоритеты, либо был молод и ошибся. Да, такой вот несчастный, живет он своей какой-то очень размеренной и абсолютно заросшей мхом жизнью, и все. Мне почему-то кажется, что он с кем-то может о вас говорить, либо от кого-то может о вас информацию получать. У кого-то еще может отыграться, что он имеет доступ, может быть, к вашим соцсетям, ну, либо хотя бы аватар ваш видит, да, в соцсетях. Вот, любуется, до дыр уже заглядел ваши фотографии. Ну, а что? Пусть смотрит, да, пусть понимает, кого потерял. А вы еще, знаете, как-то назло ему все краше и краше становитесь, все ярче и ярче, все моложе и моложе. Просто там слюной заливается. Состояние хоть вешайся, да, но вот все уже, да, не вернуть то время вспять, не вернуть. И как-то у него в жизни вообще никаких интересов нет. Вот вижу только один интерес – это любоваться вашей фотографией, любоваться вашим образом. Это единственное, что осталось в его жизни. Вот часами сидит и дырки делает в вашем фото. Это все, что он делает. Знает ли его жена? Да, 100% знает. Ее вот искренне жаль, да, что вот такой вот тюфяк, да, муж, да еще и это, понимаете, не физически изменяет, а ментально. Прям, да, жаль. Но с другой стороны, ну, она же с ним живет, значит, есть ради чего жить, да, либо может это все терпеть. Ну, вот как-то так, да, ни туда, ни сюда. Так, и еще один мужчина вышел. Девочки, вот смотрите, вы все разные, да, отсыпка общая. У кого-то из вас отыграются, что все три персонажа про вас, а у кого-то вот выборочно, да, либо женщина, либо мужчина, либо два мужчины. Ну, сами понимаете, да, опирайтесь на свою жизненную историю. А третий мужчина – это отказник, вы ему отказали. Отказали, я так понимаю, недавно отказали, либо, может, и давно отказали. Вот он как-то, знаете, приуныл, и он не понимает, что ему нужно сделать, чтобы вы согласились. Может, это даже бывший, который недавно пришел к вам мириться, а вы его послали на небо за звездочкой. Может, это мужчина вот из новых, да, который пытается там за вами приударить, поухаживать, но вы такая категорически нет.
Да? Что-то вам не нравится в этом мужчине. Либо вы не ищете себе приключений, либо, как я уже сказала, вы, может быть, в браке счастливом, да? Вам не нужны эти все неприятности. Не хотите этого всего. Вот. А он все голову ломает. И еще такую вещь скажу. У него очень сильно обострен инстинкт охотника. То есть чем больше вы отказываете, чем дальше, чем недоступнее, тем сильнее ему хочется. То есть когда он начал за вами ухаживать, он просто испытывал к вам симпатию. Да? Либо когда вы были вместе, если это ваш бывший, то особой любви у него к вам не было. Да, его тешило, что вы красотка, что вы такая вот прям женщина на миллион, что вы выбрали его, он там вами хвастался, он собой гордился, да, что вот, смотрите, какой я крутой, эта женщина на меня внимание обратила. Но так, что прям любить, нет, этого не было. Вы можете, конечно, там не согласиться, обидеться, но я говорю то, что я вижу. Вот. Но чем больше вы ему отказываете, тем сильнее в нем огонь разгорается. И это не только про страсть, это и про любовь, и про желание обладать, и про все на свете. Вот. Так что имейте в виду, он не намерен сдаваться, у него там такие аппетиты на вас. Он сидит и голову ломает, чтобы такое сделать, чем бы вас таким подкупить, подманить, прошантажировать, наверное, вот что такого сделать, чтобы вы ответили взаимностью, либо хотя бы там согласились с ним пообщаться, либо сходить на свидание. Вот прям для него это какая-то жизненная необходимость. И человек, который, он не видит ничего, кроме вас, да, вот у него какая-то плывущая картинка, а ваш образ, он очень четкий, да, прям вот до деталей, да. И еще я вижу, что этот мужчина, он не самый лучший мужчина, я не спорю, но любовь к вам, настоящая искренняя любовь, может из этого мужчины сделать человеком. Либо, не знаю, как правильно сказать. Ой, если мужчина увидит, это же ужас какой, да, что подумает. Бывает такое, да, есть мужчины, которые вот, как особи, наверное, да. То есть непонятно, как живет, чем живет, что у него там в голове, как какой-то перекати поле, какой-то, знаете, неприкаянный, да. То ли мальчик, то ли муж, да, что-то непонятное, что-то между. Не до конца созрел, не до конца трансформировался. Такое, знаете, гормоны до сих пор играют. Вот. Но любовь к вам может его изменить, и он станет настоящим человеком с большой буквы. Может, имеется в виду, что благодаря вам он там за голову возьмется, начнет работать, там карьера, бизнес, туда-сюда. Может быть, речь идет о характере, может быть, речь идет о его привычках, не знаю, образе жизни. Вот что-то есть. Сейчас он какой-то, непутевый, да. Вот такое слово есть, непутевый. Вот так его и назовем. Есть, конечно, и похожее слово, но на Ютубе нельзя. Вот. Но любовь к вам может его изменить. Пока этой любви как таковой я не вижу. Я вижу вас как навязчивую идею. Вот этот какой-то обостренный инстинкт охотника, что вот я должен ее заполучить. И мне все равно, да, я за ценой не постою. Правдами, неправдами, не мытьем, так катаньем, да, все равно готов на все пойти, лишь бы вас добиться. Вот как-то так идет. И тут еще очень обостренное чувство обладания идет. Вы понимаете, да, что ему нужно, в каком плане он хочет вами обладать. Имейте в виду, да, потому что человек мало ли там себе лишнего позволит. Вы там что-нибудь с собой носите, режущее, колющее, какой-нибудь не знаю, как сейчас, но раньше были такие дезодоранты, они как пшикалки, да, в баллончиках. То есть, если в вашей стране, допустим, нельзя там перечный этот баллончик с собой носить, отпугиватель это, да, то возьмите дезодорант, либо лак для волос вообще классно работает. Носите, не дай бог, вдруг пригодится. Вот имейте это в виду. Конечно, потерял покой. Вы ему снитесь постоянно, вы его навязчивая идея. Не успеет он глаза закрыть, уже бац, и все, и с вами. И также, мои хорошие, какие-то мужики рядом есть, которые его постоянно высмеивают, что типа ты там никакой неудачник, вот тебя отшили.
и ты типа в наших глазах упал, да, опустился ниже плинтуса. И это тоже его по-своему подстегивает. Вот. Ну, дальше будете отказываться, влюбиться по самые, не балуйся, да, по самые уши. Видите, у него там рыбка в животе плавает. Вот до сердца доплывет, и тогда он в вас влюбится. И да, возможно, он вам понравится, возможно, он действительно превратится в нормального, адекватного мужчину. И вы поймете, что, ну, можно и поработать, да, можно что-то с ним провернуть. Но опять же, да, время покажет. Но вы точно его знаете, он к вам цепляется, он к вам пристает. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.